Здравствуйте, дорогие мои семиклассники! Сегодня с вами мы проведем урок на тему «История интернета». Я всем желаю удачи и успехов. Сегодня, ребята, мы будем выделять главную и второстепенную информацию в тексте, связывая эту информацию с повседневными знаниями, обменимся мнениями по предложенной теме, а также научимся употреблять слова по этой тематике и использовать простые, осложненные вводными словами, однородными членами предложения. Ребята, скажите, пожалуйста, какие ассоциации у вас вызывает слово «интернет»? Хорошо. Так, значит, интернет – это сеть, связь, информация, компьютер, телефон, браузер, сайт, Google, паутина. Теперь, ребята, внимательно послушайте текст, краткую историю интернета. Вначале была сеть ARPANET, которую создало Министерство обороны США. В этой сети каждый компьютер связывался с другим компьютером на равных. Описание работы этой сети содержалось в протоколе. Так появился AP. Вскоре были созданы рабочие станции и операционная система Unix. Только Unix понимал AP. И случилось так, что все эти рабочие станции воссоединились с сетью ARPANET. Так Unix стала самой лучшей операционной системой в мире. Потом на сцене появился Национальный научный фонд. У этого фонда было 5 компьютерных центров, которые попробовали объединить с ARPANET. Ничего не вышло. Попытались через телефонные провода. Тот же результат. Но кто-то оказался самым умным. Он решил так. Зачем объединять компьютеры всей страны, когда можно связать между собой сети? Так появился сеть сетей интернет. Так, ребята, задание. Выделите для себя в этом тексте главную и второстепенную информацию. То есть какая информация для вас в этом тексте является главной, а какая второстепенной. И объясните, почему. На эту работу, ребята, дается ровно 7 минут. Хорошо. Дальше. Следующее задание, ребята. Сейчас мы напишем 3-минутное эссе. То есть в течение 3 минут вы подумаете и напишите ответ на вопрос. Как вы понимаете выражение «компьютерная грамотность»? Что она для вас означает? И обратите внимание на такие критерии оценивания. То есть это первое, собственная позиция. Это ваше мнение. Второе, употребление слов по тематике. И третий критерий, использование простых предложений, осложненных вводными конструкциями и однородными членами предложения. После того, ребята, как мы напишем, мы поменяемся друг с другом с этими работами и взаимооценивать будем по критериям, которые уже у вас есть. Следующая работа. Заполнить таблицу, вписывая в нее все данные слова. Вот даны слова: операционный, научный, национальный, телефонный. И нам нужно в них обозначить части слова.
назвать способ образования записанных слов и подобрать к ним подходящие по смыслу существительные. Вам дан образец, то есть морфемный разбор и словообразовательный разбор слова «компьютерный». Обратите внимание, и по этому образцу сделаете морфемный словообразовательный разбор слов операционный, научный, национальный, телефонный. После того, как закончите, можете проверить себя по следующему слайду. То есть здесь полностью показан морфемный разбор, словообразовательный разбор и способ образования слов. Здесь какой, ребята? Суффиксальный. Как можно подобрать слова? Слова можно подобрать, существительные можно подобрать из текста, да? Операционная система, научное открытие, национальный фонд, телефонный провод. Теперь, ребята, давайте сделаем рефлексию по уроку. То есть вам предлагается назвать 3 момента, которые получилось у вас хорошо в процессе урока, и предложить одно действие, которое нужно улучшить на следующем уроке. Домашнее задание. Подготовить выступление на тему «Интернет – друг, помощник или враг?». Всем спасибо за внимание.